Друзья, всем привет! На календаре у нас 5 июня, 25 минут 8 вечера, половина 8. В руках у меня мотовила. Это значит, мы выезжаем поднимать наши продольники. 16 мая мы закинули, 5 июня будем поднимать. Рыбы мы половили. Как вы видели по последнему ролику, рыба ловиться перестала. Может быть, это временно, может быть, она и будет ловиться. Но поверьте, времени уже нет на рыбалку. Во-первых. Во-вторых, скоро падает третья вода, и скоро будет пора уже начинать следующий сезон, следующий этап рыбалки. Это спиннинг, удочка, мушки, все такое. Весна закончилась, полным ходом у нас идет лето, и пора начинать летнюю рыбалку. Коротко о тюльпанчиках. Мариамоль цветет. Сегодня был ураганный ветер, просто посрывало лепестки вот цветов. Ну, кое-что еще у нас осталось. Коротко о главном. Вот самое главное. Сегодня мы добили этот огород, посадили, начинали этот огород сажать втроем. Мы с Валентиной и Роман. Потом Роман уехал на работу. Вчера была троица, вчера отдыхали. Сегодня продолжили это дело с Валентиной. Потом и Валя уехала на работу. Доканчивал эти 3 рядка уже крайне один. Кроме этого, перепахал край огорода. Натаскали старого навоза. Перепахали вместе с навозом. И Валя посадила, вот сделали такие грядочки. И тут посажены лучок, морковка, укропчик, свекла. Вот такие вот грядочки, мини-грядки получаются. В прошлый год они были вдоль. В этом году она решила сделать поперек. Вот. Это коротко о сельском хозяйстве. Ни минуты покоя, каждый день, каждую свободную минуту, когда позволяет погода, работаем. Погода была сегодня просто прелесть. Ураганный ветер, солнышко. Только к вечеру пошел дождь. Ни комаров, ничего. Теперь ветер стих. Комарья налететь немерено. Но я так решил, продольники надо поднять сегодня, чтобы завтра на них уже не отвлекаться. Завтра у меня рабочий день. Съезжу, отработаю. Ну а вечерком, я так думаю, в течение дня картошка будет посажена. И будем заниматься заборами, заменой столбов и все такое. Тоже уйдет на это пару дней, не меньше. Потом выкосим участки, а там видно будет. Работа в деревне, непочатый край. Трудимся, работаем. Также каждую свободную минуту уделяем работе на ютубе. Монтируем, загружаем. Кто-то уже писал, почему с отставанием идут ролики. По-другому никак, по-другому нельзя. Я физически просто не успеваю в режиме реального времени монтировать и выпускать ролики. Каждую весну так, с весновки у меня идет отставание. Потом в течение лета потихонечку наверстаемся. Все, погнали. Встречаемся на реке. Так, вот мы и на реке, но смотрите, что творится. Идет просто черная туча с шумом. Одел плащ. Ну, не знаю, может быть, лучше переждать. Вон, что у нас по воде. Вчера, помните, поставил веточку. Сегодня вот насколько упала вода. Нормально упала, сантиметров 20, наверное, 30 по высоте. Блин, дождь уже пошел. Начал накрапывать. Так, все-таки пришлось спрятаться от дождя.
И не столько дождь был страшен, сколько поднялся сильный ветер. Минут 15-20. И вот как мы видим, опять все прочистилось. Туча ушла. И мы выезжаем. Время потеряли, но ничего страшного. Ночи у нас белые. Так что продольники, я так думаю, будут подняты, если ничего не помешает. Так. Ну вот и начинаем последнюю проверку весеннего сезона. Далее продольники у нас пойдут только осенью по холодной воде. Ну что, давайте посмотрим, что нам дала река Печора. В течение суток вчерашнего вечера продольники были не проверены. И что мы видим? А мы видим, что продольники засыпает. Все. Кто-то был, кто-то запутал продольник, и кто-то ушел. В принципе, сейчас где-то такая картина и будет. Все, спасибо, Печора, и на этом. Рыбы-то нам в этом сезоне дала. Далее будем проверять, поднимать. Что будет интересное, конечно же, покажем. Ну а пока вот так вот где-то, ну давайте покажу уже на одном продольнике, как происходит подъем продольников. Тут у меня петля. Никаких узлов. Вот так вот. Вот так вот. Снимаем груза и нацепляем на мотовильце. Этому мотовильце уже, поверьте, дядь Вася утонул в 73-м году. Это уже получается 50 лет назад. Когда он сделал, не знаю, но это у него мотовильце уже конкретно подустала, уже ломалась. Но я вот немножко затянул ее, она перекошенная, все. Но свою функцию она выполняет. На этом мотовильце можно намотать огромную кучу продольников, что мы сейчас и будем делать. Здесь вот намотаны лески. Раньше у него была веревка, но я так думал, леска будет практичнее. И все, вот таким вот макаром происходит наматывание продольников. Если сюда не подходит, цепляем с этой стороны. Все. Я думаю, всем понятно. Ничего сложного. Главное все это хозяйство потом все высушить хорошо на солнце с ветром, чтобы крючки не ржавели. Хотя сейчас у меня в основном хорошие нержавеющие крючки вот эти. Ну, старых совдеповских крючков, которые уже нужно менять, тоже хватает. И мы потихоньку будем заменять на новые хорошие крючки. Как будет время, которого у нас никогда нет. Времечко. В этом году один ржавый крючок уже подвел. Так вот. А самый крайний вот наматываем с краю, чтобы потом при разматывании было видно,
было видно. Все. Немножко не попало, но ничего страшного. Вот как-то вот так. Дальше будем делать то же самое. Здесь тоже груз зацепляем, убираем, веревку сматываем. Груз у меня тоже петлей. Раз. И здесь. Ну, то же самое. Одну. Хрен порвешь еще. Ладно, пусть будут оба два. Так, вот так вот. Просто делаю колечко. Которые потом стягиваю. И оно уже никуда не денется и никуда не распутается. Вот так вот. Раз. И два. Опа, 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 что-то есть. Язь. Язь. И там еще один язь. Блин. А мы ведро не взяли. Вот оно. Из-под живцов только и все. Два язя. Сейчас, как назло, попадется столько язей, что в ведро не влезет. Большое ведро забыл взять. Как бы особо не рассчитывал на улов уже. И забыл взять. Все. Ладно, посмотрим. Была бы рыба, найдем куда складывать. Кто-то есть, походу. Так. Вот он как крутит. Раз. И все. Одинешенек. Вон на какие здоровые налимовые крючки ловятся. А языки какие теплые. Вода уже, ну не знаю, купаться, наверное, еще будет прохладно, но уже очень теплая по сравнению с тем, что было 2 недели назад.
окушок. Пока живой, но на грани уже. Все. Все. Ух ты, ух ты, налим что ли? Что-то капитально дергает вообще. Точно, точно налим. Бляха. Вот так. Сошел крючка уже в сачке. Вот это янцикадан. Напоследок. Красавец, я уже тебя не ждал. А нет, нет. На крючке еще. Худой-то какой, мама дорогая. Ну, двушечка есть, по-любому. От янцикадан. А как раз-то сегодня вечерком на жареху. Напоследок. Спасибо тебе, Печора. Спасибо. Вот долгожданный налим. Я уже думал, все, вода согрелась, налима не будет. А он, вот он. Сейчас он здесь будет вылезать, конечно. Змея. Змея. Так. Попробуем так. Вот так вот. Так ты не поднимешь. Ну вот, янцикадан. Я уже счастлив. Удачное закрытие. Удачное. Спасибо, Печора. Фу. Как он от сачка-то уходит, а? Видали, да? Я только сачок, он бульк сразу утопился, блин. Красавчик, все-таки взял. Отлично, отлично. Сколько? Седьмой, наверное. Седьмой налим. И один ушел за сезон. Нормально, что? Не все достойные, хорошие налимы. Все. Это как бы специально, чтобы я не сматывал. Ну, все, решили поднять, значит поднимаем. Так, позвонили. Тихо, 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 тихо. Что-то есть. Бляха-муха. Что там? Вот это язёк, вот это язина. И там еще один есть. Вот это да. Блин. Показалось вообще с килограмм, наверное. Так, как тебе мне туда, друзьям, товарищам. Так. Как-то вот так. И пойдем еще. Попробуем одного вытащить. Кабанчика. Если получится, но этот поменьше. Но все равно. Раз. Готов. На последнем крючке язёк. Напоследок меня радует. Вот такой вот консервный язь. Язь консервный, первый сорт.
Так, что я хотел сказать. Сейчас просто проверяем, не насаживая, чтобы было быстрее. Потому что позвонили, ждут меня на ужин. А если я буду все это поднимать, будет это очень долго. И долго будут меня ждать. А так по-быстрому проверю. Рыбу снимаю, насаживать не насаживаю, а замотаю любое свободное время уже тогда. Все, этот еще сматываю. Остальные будем просто проверять. Что-то есть. Язёк. Раз. Еще что-то есть. Нет, уже нет. Ушел. Ну, один язык тоже неплохо. Яздечек напоследок. Что, нормально есть? Двадцатку не наполнили за одну проверку. Может быть, десятку за одну проверку наполним. Так, все. Заматывать будем в другой раз. Некогда сейчас. Некогда. Блин, пока прятались от дождя, время ушло. Времени в обрез. Опа. Где ты? Вот ты. Ага. Один. Ну, один тоже хорошо. Главное, не пусто. Так. Полезай в кузовочек. Так, натяжечка есть. Походу это язёк. Где-то там, где-то здесь уже. Раз. Там еще что-то есть. Походу это второй язёк. Тихо. Как ты попал-то? Ух ты, как хорошо попал. Все, ушел. Второй ушел. Ну ладно, один есть, и то хорошо. Полезай в кузовок. Есть язычек. Пока есть. Ну где-то там. Ну, это точно уйдет. Хитрый язь.
Бляха-муха точно уйдет. Да. Умный, да? Да х... Полезай в кузовок. Вот там вот умничай. А то сачок не хочет, он, понимаете, ли лезть. Не хочешь сачок, поднимем без сачка. Да? Да. Так, кто-то рядом здесь. Кто-то рядом здесь. Раз. Там еще что-то есть. Там еще что-то есть. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Два. И еще что-то есть там. Не, все, ушел. Был, но ушел. Но двоих мы взяли. Двух вот таких вот красавцев. Двух красавцев взяли. Вот таких вот красавчиков. Полезай в кузовочек. Так. И ты тоже туда. Потихоньку ведро наполняется. Янцикадан. Опа! Успели. Что это в стороне? Засыпало? Закрутило-то. Кто-то крутил. А, вон, все понятно. Попался окунь. Вот такой вот окунь. Хороший окунь. Подох. И леску все закрутило. Сейчас раскрутится обратно. Собачий корм. Вот такой вот. Вот таких вот окушков вот скоро будем ловить на спиннинге, на удочку. Пошел дождь. И у нас осталось два продольника. Это у нас предпоследний. Пустой. С зацепом. Засыпанный. И пустой. И вот последний продольничек. Что-то здесь перестало совсем ловиться. Поначалу хорошо ловилось на последние продольники. Сейчас перестало. Так вот. Очень быстро проверять. Опа! Проверили, выкинули и все. Все, поехали. До следующего. Завтра, если время будет, поднимем. Сегодня уже все, времени опять нет. Завтра тяжелый день. Да и ждут ужинать уже. Сегодня налимчика, наверное, навряд ли, а завтра налимчик будет у нас жареный. Так, все, остановите Витю. Раз, два, три. Оп. Вот так вот.
Ну, последний продольник, крайний весеннего сезона. Что нам ты дашь? 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 Что-то есть. Язёчек. Язёчек пока идет. Раз. И все. Последний продольник. Редко когда был пустой. Всегда что-нибудь. То 3, то 4. Самое большое 4 язя. Раза 2, наверное, так попадало. По 4 язя в одном продольнике. Так. Вот так. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Подожди. Пока еще не выключаемся. Секунду. Так, продольник пока до завтра отпускаем. Пусть пока поболтается. Не насаженный, суженный мой ряженый, мальками не насаженный. Так. Ну. И раз. Так, ну что, подводим итоги сегодняшнего дня. Бабам! Вот такой вот ведерочка рыбы. Язи, 1 окунь и 1 налим. Ну, в общем, вы сами все видели. Даже такое ведро. Влезло все нормально. Не пусто, и то хорошо. Это был последний продольник не только сегодняшнего дня, а весеннего сезона. Весенний сезон на продольнике закрыт. Кому-то это понравилось, кому-то, может быть, не знаю, друзья, засняла, не засняла, села батарейка не вовремя. В общем, о чем я говорил. Проверили последний продольник, вот этот, который мы уже закинули обратно. Не наживляли, ничего, просто проверили. Он дал нам одного язя. И вот такой вот улов у нас. Вот такой вот у нас улов на сегодняшний день. Ведро язей, 1 окунь и 1 налим на пару килограмм. Сезон продольников закрыт. Кому-то, может быть, он понравился, кому-то, может быть, он надоел. Скажут, будут писать сейчас одно и то же. Ну, что есть, то есть. Как получилось, так показал. Весенняя пора, рыбалка на продольнике по большой воде, в принципе, это сезон заготовок. И заготовить рыбу у нас получилось. Сейчас вот так вот наведем на фоне нашего родного села. Да, так оно будет лучше. Я, в принципе, уловом доволен. Засолили 4 20-литровых ведра язя. Немножко сделали консерву, немножко фарша, немножко ребрышек полуфабриката сделали. С этого тоже сделаем, скорее всего, фарш и ребрышки. Скоро, очень скоро начнется новый сезон. Сезон спиннинга, сезон удочки. Ну, до 15 июня, если закончу с работой, может быть, чисто ради спортивного интереса, может быть, закину куда-нибудь сети. Не знаю. Не буду ничего говорить, не буду обещать. Ну, просто чисто так попробовать, потому что этот весенний сезон у нас обошелся без сеток. Кому-то нравится смотреть рыбалку на сети. Сетями, вернее, рыбалку сетями. Вот. На сегодня все. На сезон продольника все. Всем огромное спасибо за внимание. Спасибо огромное за комментарии. Добрые комментарии. Огромное спасибо, друзья, за поддержку. Всем спасибо. Всем пока. До новых встреч на канале Павел Рыбак. Увидимся.